14 марта президент Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности по ситуации с коронавирусной инфекцией. Последнюю информацию главе государства предоставили руководители двух республиканских штабов – вице-премьер-министры Алтынай Умурбекова и Эркин Асрандиев о мерах по предупреждению проникновения коронавируса на территорию страны и недопущению его дальнейшего распространения, рассказали также главы Минздрава, МИДа и Минобразования. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы, сказал Космосбек Чолпонбаев. По нашей линии это обеспеченность необходимыми лекарствами, медикаментами, изделиями медназначения и также средства индивидуальной защиты, в том числе маски. Сегодня уже мы маски начали уже на рынке представлять. Уже у нас появилось две компании, которые уже будут со следующей недели уже выпускать. Значит, проводится определенная работа. Дай бог, чтобы эти компании уже у них есть производственная мощность достаточно. Если все будет, они будут уже на рынке выпускать. Не прекращается работа и по импорту медицинских масок. Минздрав провел переговоры с фармкомпаниями для увеличения запасов лекарственных средств, препаратов и медизделий. Мониторят при этом не только аптеки, но и в первую очередь больницы. Кстати, в резерве Минздрав держит 509 больничных палат инфекционного назначения. В случае выявления зараженных коронавирусом они будут размещены в этих палатах. Ведется профилактическая и информационная работа с населением. Президент дал, жесткое указание, что везде должно быть установлено в первую очередь именно жесткий контроль на границах. Это внутренняя и внешняя граница. У нас сегодня именно по линии Министерства здравоохранения уже сейчас работает 23 санитарно-карантинных пунктов, потому что именно надо постараться, чтобы на границе, чтобы максимально минимизировать именно попадание. Потому что, сами знаете, буквально вчера появился в Казахстане уже сегодня 4 случая. Другой республиканский штаб во главе с вице-премьер-министром Асрандиевым работает над мерами по минимизации влияния последствий коронавируса на экономику страны. Задействованы в этой работе все ключевые ведомства – Минэконом, Минфин, Нацбанк, ГНС, Минсельхоз и Госветинспекция. По словам Эркина Асрандиева, работа ведется в 3 направлениях. И самое первое – это обеспечение страны необходимыми продовольственными запасами. Госорганы ежедневно мониторят цены на продукты питания, принимаются меры по противодействию спекуляции и необоснованному завышению розничных цен. Мы провели анализ запасов как у государственных резервов, так и у бизнеса. По основным 11 позициям продовольствия запасы достаточны, поставки стабильны, все работает в штатном режиме. Тем не менее, мы провели ряд встреч с производителями и с импортерами основными на предмет, чтобы они обеспечили необходимые запасы, стабильные поставки и не допускали скачка цен. Также ведутся в тесном взаимодействии с основными торговыми сетями, с крупными рынками. Второе направление – это поддержка отечественных производителей, чей бизнес связан с поставками из Китая. В основном это касается предприятий легкой промышленности. Совместно с ними правительство рассматривает альтернативные источники сырья и других материалов. Еще одна проблема – зависимость наших компаний от китайских специалистов, которые работают, к примеру, в той же сфере строительства дорог. Мы внесли предложение о том, чтобы дополнить еще одну категорию граждан Китая, которым может быть разрешен въезд через карантинный режим. Это высококвалифицированный персонал, инженеры, технологи, без которых сложно вести производство. Со стороны отраслевых ведомств готовятся списки высококвалифицированного китайского персонала, которому мы могли бы дать разрешение. Еще одна немаловажная задача – это восполнение возможных потерь доходной части бюджета. Разработан план практических мер из более чем 20 пунктов. Он направлен на изыскание дополнительных источников в размере почти 7 миллиардов сомов. Кроме того, ведутся переговоры с такими донорами, как МВФ, Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейским Союзом по оказанию поддержки бюджета, а также по вопросам обеспечения продовольствием и медикаментами. Президент и Совет безопасности поручил более активно работать с бизнес-сообществом, оперативно реагировать на их
проблемы, вопросы, которые у них возникают, а также отслеживать ситуацию и активно работать по восполнению возможных потерь бюджета и вести разъяснительную работу среди населения с тем, чтобы не допустить ажиотажной ситуации. После вспышки коронавируса международное сообщество совершенно явно ощутило на себе негативные стороны глобализации. Все страны мира, крупные компании, турагентства, транснациональные корпорации взаимосвязаны и, можно сказать, взаимозависимы, в том числе в вопросах финансовых операций, поставок сырья, товаров, передвижения туристов и квалифицированных специалистов. Сегодня коронавирус распространился уже в 117 странах мира. Несмотря на экономические потери, все страны мира поставили здоровье своих граждан на первое место и стали закрывать границы и маршруты, отказываться от проведения массовых мероприятий. Кыргызстан тоже идет по этому пути. Закрытие границы и временное прекращение авиасообщений Кыргызстана с рядом стран, однако, негативно отразится на экономике, сказал Сооронбай Жээнбеков. Глава государства призвал руководителей перейти на режим экономии расходов республиканского бюджета и быть готовыми к угрозам и вызовам. Коронавирус бұл жалпы адамзаттың мүшкілігі түйшігі болып қалды. Қытай бізге қоңшы өлкө, бұл ілдет басталғандан бастап эле біз Кыргыз мамлекети қоңшыларыбызга ушу илдет менен күрөшүүдө біз тилектеш экенибизди билдиргенбиз. Кудайга шүгүр, азыр мына айыккандар көбөйүп, ооругандар азайып деген жакшы маалыматтар келип жатат. Экономикалык кыйынчылыктарга карабастан мына бардык өлкөлөр өзүнүн элинин саламаттыгын биринчи орунга коюп, мына чек араны каттоону жабууда. Мына биз дагы Кыргыз мамлекети ошондой тартипте иш алып барып атабыз. Көп ооруп чыккан мамлекеттер менен авиа каттамдарды чек араны жапканга чейин бардык. Бирок ачык айтып коюш керек, бул экономикабызга терс таасирин тийгизет. Ошондуктан биз бюджеттик чыгашууларды экономдоо режиминде түзүш керек. Коркунучтарга, чакырыктарга биз даяр болушубуз керек. Здоровье населения страны – это первоочередной вопрос, особо подчеркнул Жээнбеков. Ситуация по коронавирусу находится под личным контролем главы государства, который ежечасно получает информацию от государственных органов. Халкыбыздын саламаттыгы биринчи кезектеги маселе. Бул кырдаал менин ар дайым жеке көзөмөлүмдө күнүгө кээде саат сайын ар кандай булактардан маалыматтарды алып туруп атам. Тиешелүү тапшырмаларды берип, жыйындарды өткөрүп жатабыз. Албетте эл болгон соң ар кандай мына кептер айтылууда. Санайрып заманында такталбаган маалыматтар социалдык тармактарда таркап кетүүдө. Күмөн санагандар бар, шек санагандар бар. Айрыкча биздин жакын коңшубуз Боордош Казакстан мамлекетинде бул илдет катталгандан бери кооптонуу да күчөйт. Бул эми табигый көрүнүш. Биз мындан ары дагы ушу ишибизди күчөтүп, эң негизгиси коомчулукка маалыматты ачык, ыкчам берип турушубуз керек. В ходе заседания Совета Безопасности принято решение о закрытии 16 марта всех школ и высших учебных заведений страны на карантин сроком на 3 недели. А что касается переписи населения, как сообщил председатель Нацстаткома, она пройдет в ранее запланированные сроки с 23 марта по 1 апреля, а в отдаленных районах с 20 по 29 апреля. Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз указал на персональную ответственность руководителей задействованных госорганов. За ненадлежащее исполнение необходимых мероприятий будут приняты самые строгие меры, сказал президент. Нургуль Саматова, Эльдияр Асанбаев, Эсентур Абыкеев, Улан Сатиев и Бактурсун Душенбеков, Ала-То 24.